Американка Лилиан Вебер каждое утро начинает с выкройки платья. После кройки 99-летняя Лилиан завтракает и приступает к шитью. За последние несколько лет таким образом она пошила 840 платьев, а тысячная мечтает пошить к своему столетию. Милые и трогательные наряды пенсионерка шьет для африканских девочек, чтобы у каждой девочки в далекой Африке было свое красивое платье. Доброе утро! Это программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. И в ближайшие 45 минут мы постараемся не просто рассказать вам нечто интересное, но и вдохновить на великие свершения. Сегодня в «Утреннем эспрессо». 70-летний юбилей. Брестское городское ЖКХ принимает поздравления. От возрождения родников к стратегии устойчивого прогнозирования, где и как найти условия для развития малого и среднего бизнеса. Начало нового учебного года. Праздник или все-таки стресс? Рекомендации родителям, чтобы учеба была в удовольствие. Новинки кинематографа. Лучшее кино для вашего досуга. Сегодня 29 августа, и мы с удовольствием приглашаем вас ознакомиться со списком именинников на день грядущий. Итак, кого поздравить сегодня? Согласно католической традиции, поздравления в этот день принимают Сабина и Иоанн. А вот православные с Днем Ангела сегодня могут поздравлять Александра, Якова, Нила, Лаврентия, Стефана и Анну. Мы присоединяемся к поздравлениям и добрым пожеланиям. И на этой положительной ноте предлагаю познакомиться с прогнозом погоды на сегодня. А теперь несколько полезных новостей из столицы Полесья. В Пинске готовятся сейчас к дожинкам, которые пройдут 6 сентября. Так что, как говорится, милости просим на главный региональный праздник урожая. А буквально через неделю после дожинок Пинщина опять будет собирать гостей. Мероприятие несколько иного формата, но уже крайне полюбившееся не только жителям Брестщины, но и нашим заграничным друзьям. Итак, с 12 по 14 сентября все приглашены на живописный берег Ясельды в деревню Поречье под Пинском. Там, как обычно, красиво и с размахом пройдет уже 9-й международный мотофестиваль «Пинск-2014». Таким образом, в ближайшее время есть прекрасный повод съездить в Пинск дважды. А мы продолжаем эфир утреннего эспрессо обзором региональной прессы. Материнский капитал в белорусском варианте сейчас обсуждают все. И те, кто только готовится стать родителями, и те, у кого уже 7 по лавкам. Мнения полярны. От безоговорочного «за» до недоуменного «против». И главный аргумент у обеих сторон – денежный. Журналисты «Вечернего Бреста» тоже высказались на актуальную тему и приглашают к разговору всех читателей. В последнее время остро встал вопрос об условиях стоянки на привокзальной площади у вокзала Брест-Центральный. Постоянные клиенты утверждают, что с 1 сентября все автолюбители вынуждены будут платить за въезд на площадку. И слухи подкрепляют противоречивые объявления. Кому верить, разбирались журналисты «Вечерки». Филиал Управления производственно-технологичной комплектации открытого акционерного общества «Стройтрест номер 8» кто-то по незнанию может воспринять как большую организацию снабженца строек всем необходимым. Но посредничество, коим когда-то и занималось предприятие, ушло в прошлое. А вот чем славится филиал сегодня, ответ ищите на страницах Народной трибуны.
Пинск готовится встречать Дожинки 2014, и старейшее культурное учреждение города, Музей Белорусского Полесья, удивит посетителей уникальной выставкой музыкальных инструментов, которые являются точными копиями своих исторических предков. Подробнее о том, как музей встречает праздник хлеборобов, в Пинском вестнике. На один день кинотеатр «Радуга» стал творческой площадкой для участников 5-го ежегодного фестиваля молодежных инициатив Кобрина «Свободное движение». Покорить экстремальные виды спорта и удивить своими способностями собралась креативная и талантливая молодежь из разных городов Беларуси. Об этом подробнее читайте в свежем номере Кобринской районки. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». А мы напоминаем, что сегодня 29 августа, пятница. И именно в этот день, 29 августа, свой 70-летний юбилей отмечает Брестское городское ЖКХ. По этому случаю в гостях «Утреннего эспрессо» генеральный директор Брестского городского ЖКХ Аутко Владимир Федорович. Владимир Федорович, доброе утро. Доброе утро. Владимир Федорович, прежде чем мы начнем с вами беседу, естественно, я вас хочу поздравить с такой достаточно солидной, серьезной и красивой датой. Владимир Федорович, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что Брестское городское ЖКХ, оно отмечает уже 70-летний юбилей. Это 7 десятков лет. В принципе, для истории того или иного предприятия цифра достаточно значимая, весомая. И скажите, пожалуйста, вот исходя даже из ваших личных ощущений, как вы можете оценить динамику развития предприятия за это время? Для любого предприятия, любой отрасли, не только жилищно-коммунального хозяйства, это достаточно длительный период. И если посмотреть немножко в историю, то в 1944 году, именно 29 августа, было организовано управление жилищного хозяйства города Бреста. Вы знаете, что город был очень сильно разрушен, в том числе инженерные сети. В 1979 году, как таковом, было образовано уже объединение городского хозяйства. До этого из управления постепенно предприятие разрасталось. Почему? Потому что добавлялись новые функции, значит, приходили новые люди. Необходимо было выполнять работы, которые требовались для жизнедеятельности города. И на сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство города – это действительно многоотраслевое предприятие. В его состав, кроме главного предприятия, входят еще 10 предприятий, 4700 работающих. И те слова поздравления, которые вы сказали в самом начале, это я принимаю не только для себя, я принимаю для нашего большого коллектива. Коллектив сегодня по количеству профессий, по тем выполняемым функциям, которые мы сегодня делаем в системе городского хозяйства, наверное, не сравнить ни с каким предприятием, ни с каким заводом. У нас очень много профессий, и профессии совершенно разные. Но они все нужны для того, чтобы в городе была нормальная атмосфера, для того, чтобы в городе был порядок, для того, чтобы жители чувствовали себя уверенно и комфортно в своем жилье. Вот эта юбилейная дата, она, естественно, останется, но праздники пройдут. Вот начнутся новые рабочие дни. Скажите, какие приоритетные задачи стоят перед Брестским городским ЖКХ, к которым вы приступите в ближайшее время? Приоритетными можно сегодня назвать: первое – развитие улично-дорожной сети города. Это раз. Второе – использование местных видов топлива и дальнейшее развитие котельного хозяйства и инженерных сетей, в том числе сетей водопроводов, канализации. Далее мы ведем очень серьезную работу по городским очистным сооружениям. Это сооружения биологического типа, и сегодня ситуация по загрязняющим веществам несколько поменялась, и мы, к сожалению, имеем тут небольшие проблемы, связанные вот с запахом. Эту работу сегодня мы ведем по 4 международным программам, в том числе по программе Северного инвестиционного банка, кредит в сумме порядка 10 миллионов евро. И надеемся, что к 2017 году мы полностью решим проблему, связанную с очисткой стоков. Владимир Федорович, огромное спасибо вам за то, что вы делаете ради нашего общего города, ради областного центра. Ну и сейчас пришло время для поздравлений. Уважаемые коллеги,
Я с удовольствием поздравляю вас с этим праздником, с 70-летием городского ЖКХ. Желаю вам добра, света, тепла в ваши семьи. С праздником и огромное спасибо за вашу работу. Мы также присоединяемся к этим поздравлениям. Еще раз говорим огромное спасибо всем сотрудникам Брестского городского ЖКХ. А вам, Владимир Федорович, также отдельное спасибо за то, что сегодня утром, в этот праздничный день, вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего «Эспрессо» был генеральный директор Брестского городского ЖКХ Аутко Владимир Федорович. Мы продолжаем эфир и продолжаем его следующей новостью. Достаточно житейской, достаточно полезной, достаточно интересной. Итак, первая группа хаус-мастеров в учебном центре Брестского ЖКХ готовится к выпуску. Мастера на все руки. А это именно так. Они обучены многим видам работ от электротехнических до столярных. Разъедутся по 3 городам Брестщины – Бресту, Барановичам и Пинску. Надеемся, что эта практика придется по душе жителям региона. И это избавит нас от многих бытовых проблем. Ну а с остальными проблемами житейскими поможет разобраться горячая линия утреннего «Эспрессо». Доброе утро, Анна. Доброе утро. Вопросы спорного житейского плана иногда застают нас врасплох. Найти выход поможет горячая линия утреннего «Эспрессо». Татьяна Николаевна живет в городе Барановичи. Женщина уволилась с работы для того, чтобы ухаживать за своей матерью. Ей 80 лет. Татьяна хотела оформить пособие по уходу за престарелой матерью, но ей отказали, объяснив это тем, что мать не нуждается в уходе. Как поступить в такой ситуации, спрашивает телезрительница. Татьяна Николаевна, попечительство оформляется над недееспособными или частично недееспособными лицами. Чтобы оформить попечительство, необходимо доказать недееспособность соответствующего лица. Вы можете обратиться в суд для проведения судебно-медицинской экспертизы. После этого в органы опеки и попечительства по месту жительства. Лидия Петровна из Каменца одна воспитывала внука. Он сирота. Сейчас молодому человеку 20 лет. Положено ли ему жилье и куда следует обращаться, хочет знать звонившая. Лидия Петровна, нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вашему внуку следует обратиться в исполком для постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Денис живет в Жабинке, работает мастером на одном из предприятий города. Возможно ли совмещение на предприятии в одной должности, спрашивает молодой человек. Да, Денис, возможно. Такая организация работы считается не совмещением, а расширением зоны обслуживания. В вашем случае увеличением объема выполняемых работ. Вам и вашему нанимателю следует заключить соглашение, в котором должны отражаться объем работы и размер доплаты. Это была горячая линия утреннего «Эспрессо». Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Августа 1689 года в городе Нерчинске заключен первый русский торгово-дипломатический договор между Россией и Китаем. России пришлось отказаться от Амурского края, срыть до основания русскую крепость Албазин, ставшую причиной конфликта, и передать Китаю земли Албазинского воеводства. 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь. Это сделал его сын Адольф Даймлер. В этот же день, в 1898 году, состоялась торжественная закладка Московского музея изящных искусств. Сегодня это Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Его создателем и первым директором был Иван Цветаев, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, отец Марины Цветаевой. 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении была определена сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов. С этого времени заочное обучение стало органической частью общей системы образования. 29 августа 1949 года в СССР состоялось испытание первой отечественной атомной бомбы. Это была копия американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки.
Руководителям работ Лаврентию Берию и Игорю Курчатову были присуждены звания «Почетный гражданин СССР». 29 августа 1958 года родился американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон. В шоу-бизнес юный Майкл вошел в возрасте 5 лет. В активе Джексона 19 премий Грэмми. 13 раз он поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов продаж. Его имя дважды занесено в зал славы рок-н-ролла. И снова доброе утро. Сегодня пятница, 29 августа. И мы продолжаем эфир утреннего эспрессо интересной темой и интересным гостем. В гостях утреннего эспрессо председатель общественного объединения «ЗОВ» Стасюк Лидия Евгеньевна. Лидия Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро. Лидия Евгеньевна, откровенно говоря, когда вот я слышу или произношу такое название, как общественное объединение ЗОВ, первая ассоциация, которая возникает у меня, и в принципе, как я думаю, большинство телезрителей нашей программы, это возрождение родников в Каменецком районе. Вот скажите, пожалуйста, за годы деятельности общественного объединения, вот эта работа с возрождением родников, стала ли она толчком и стимулом для чего-то нового и чего-то другого? Да, это толчковая нога. В нашей жизни это наши возрожденные роднички. Но это было только начало, и как бы сам процесс, который уже на сегодняшний день мы имеем, это устойчивое развитие региона, которое мы рассмотрели при возрождении родничков, оно, наверное, более глобально, чем то начало. Хотя в первоначальном замысле как бы открытие родников, возрождение родников для нас казалось, наоборот, это то, ради чего мы как бы создавали общественное объединение. Мы как-то в нашей программе «Утренний эспрессо» сравнительно недавно затрагивали вопрос стратегии устойчивого развития в Брестской области. То, о чем вы говорите сегодня, оно тоже имеет к этому, ну, мягко говоря, не самое последнее отношение. Расскажите, пожалуйста, каким образом вот этот комплекс мероприятий, как возрождение родников, вот какое-то восстановление зоны, на которой находятся родники, и также перспективное развитие предпринимательства. Каким образом это все связано в Каменецком районе? Интерес, можно сказать, стратегическому прогнозированию проявило местное население. Когда мы возрождали роднички, те люди, которые тоже местное население имели возможность нам помочь в этом, они рассказывали об исторических, культурных, природных ресурсах этого региона Брест-Каменецкого, о человеческих ресурсах. И мы постепенно накапливали информацию. И в конечном итоге мы составили такую логико-структурную схему по устойчивому развитию Брест-Каменецкого региона. Это развитие среднего и малого бизнеса с участием, конечно, государственных структур, как сейчас именуется, частно-государственные партнерства. Так что, в принципе, при такой большой заинтересованности данным вопросом, а также перспективами создания, развития среднего малого бизнеса на указанной территории, можно обратиться за помощью в общественное объединение ЗОВ. Да, мы готовы сотрудничать. И даже оказать психологическую поддержку. Мне это очень понравилось. Мы бы хотели, чтобы наша консолидация была взаимозаменяемой и взаимодополняемой, потому что мы точно так же, как вы нуждаемся, может быть, в нашей поддержке и консультациях, точно так же мы нуждаемся и в вашей финансовой поддержке. Лидия Евгеньевна, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И вы знаете, я хочу высказать надежду на то, что вот это слово, которое вы сказали, консолидация, а также сотрудничество, оно станет одним из приоритетных понятий в нашей жизни. То, что мы будем уметь сотрудничать друг с другом и совместными усилиями делать нашу какую-то общую жизнь лучше. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо была председатель общественного объединения ЗОВ Стасюк Лидия Евгеньевна.
Возвращалась с ярмарки, несла в платочке леденцы для сына, пряники для дочки. Утомилась жарко, в тенек прилегла, от солнца схоронилась, уснула, проспала. Снилось Ольге жито, золотое и крепкое, снилось Ольге счастье, чистое и светлое. Собирала Олюшка пасту с веком горюшка, навела в лукошке белая зола. Не сказала Олюшка никому про горюшка, вышла в чисто поле, ветру отдала. Проспала до вечера, схватилась поздно, муж заругает, возвращаться боязно. Быстро по тропинке к деревне побежала, узелок забыла, гостинцы потеряла. Что ты скажешь, Ольга, деткам румяненьким в узелке остались леденцы да пряники? Собирала Олюшка пасту с веком горюшка, навела в лукошке белая зола. Ой, не сказала Олюшка никому про горюшка, вышла в чисто поле, ветру отдала. Пасту с веком горюшка, навела в лукошке белая зола. Не сказала Олюшка никому про горюшка, вышла в чисто поле, ветру отдала. Собирала Олюшка пасту с веком горюшка, навела в лукошке белая зола. Ой, не сказала Олюшка никому про горюшка, вышла в чисто поле, ветру отдала. Да уж, сегодня 29 августа, и слышится дыхание осени. Пришло время подводить предварительные итоги. Наверное, к главным итогам уходящего лета в нашей сегодняшней программе мы еще вернемся. А пока давайте поговорим об одном из самых летних, ярких и динамичных видов спорта. Итак, пляжный теннис. Лето 2014 стало отправной точкой для развития этого вида спорта в Беларуси. Начали открываться площадки, появилась даже Федерация пляжного тенниса Беларуси. Так что запасайтесь ракетками, если не на этот год, то на следующий так точно. И присоединяйтесь к увлекательнейшему занятию. А дыхание осени все ближе, и мы поговорим о необходимых аксессуарах сезона. Доброе утро! Солнцезащитные очки давно стали важным аксессуаром, причем более заметным, чем все остальные предметы гардероба. Они придают внешности особый шарм и некоторую экстравагантность. Но вот в последнее время, вопреки своему предназначению, стали защитой не только от солнца. Многие убеждены, что яркий солнечный свет негативно влияет на зрение. Поэтому в солнечный день предпочитают защитить глаза темными стеклами очков. Однако, тем не менее, все чаще на улицах города можно встретить человека в темных очках и в отсутствии яркого солнца. Каждый из них объясняет это по-своему. Во-первых, защищает глаза от ветра, все равно солнце рассеянное есть, как бы зрение берегу. Я езжу на велосипеде, мне попадает пыль в глаза и не такой яркий свет. Самое главное, самое основное, то есть у профессионалов есть профессиональные очки, а так как я любитель, я ношу Ray-Ban. Отдыхают глаза в таких очках.
Вот так постепенно желание постоянно носить темные очки перерастает в привычку. У врачей-офтальмологов на этот счет есть четкая позиция. Основная масса молодежи у нас сейчас близорукая, потому что у нас очень большая нагрузка на близком расстоянии. И так в темноте плохо видно. Еще одевают солнцезащитные очки, то есть ухудшают себе видимость. То есть, это просто нерационально. Для красоты, есть у нас такие случаи, что для красоты заказывают для хорошего зрения просто обычную оправку. Поэтому, чтобы зрение не пострадало, важно правильно отнестись к выбору солнцезащитных очков. Если хорошие, качественные солнцезащитные очки, только плюс. Они защищают глаз от ультрафиолета, что, естественно, для здоровья глаза очень хорошо. Но еще раз повторю, надо именно качественные. Единственная у нас проблема, что цена-качество соответствуют друг другу. И очень многие покупают на рынке, и там некачественные. Люди жалуются, что «ой, мне было нехорошо, я одела, у меня головокружение» и все прочее. Это все из-за того, что сама линза в этих очках некачественная. Продолжая тему предпочтения темным очкам, мы услышали и такое мнение. Бывают такие ситуации, когда хочется закрыться от всего мира, никого не видеть, никого не слышать, одеть очки, и просто уйти в себя. Психологическая защита. Специалисты говорят, что некоторым людям в темных очках находиться в обществе более комфортно и уютно. Темные очки придают ощущение раскованности и смелости. Я вспоминаю такие студенческие приемы, когда надеваешь темные очки и не видно, на кого ты смотришь. Таким образом, можно смотреть по сторонам, замечать красивых девушек, и, соответственно, они не видят, что ты пристально за ними смотришь. Часто бывает так, что просто хочется скрыть свои глаза, поставить своего рода шоры для того, чтобы просто увереннее себя чувствовать. Вот я иду закрытый, и хотя закрытость формальная, где-то психологически оно у нас вот так. Но не стоит забывать, что не всегда комфортно общаться с человеком в темных очках. Для того, чтобы общение было правильное, глаза партнера или глаза собеседника должны быть обязательно видны. Я приведу такой профессиональный, пример. Если человек улыбается лицом, но не улыбается глазами, значит, не совсем все хорошо у него с эмоциями. И когда идет общение с человеком, не видно, куда он смотрит, когда с ним общаешься, не видно выражения его глаз, то есть улыбка может быть, а глаза злые и колючие, то оценка того, что происходит, будет недостаточно правильная. Науке неизвестны случаи, когда темные очки спасли человека от проблем со зрением. Зато есть масса обратных примеров. Как к этому отнестись, решать, безусловно, вам. Главное, чтобы очки стали защитой для ваших глаз, а вовсе не спасением от чужих. А мы продолжаем «Доброе утро» на телеканале «Беларусь-2». Напомним, что сегодня 29 августа, а это значит, что совсем скоро прозвенит первый звонок 1 сентября. Но, невзирая на то, что 1 сентября – это праздник, начало нового учебного года для ребенка может быть стрессом. Поможет справиться со стрессом сегодня утром психолог Ольга Сабатковская. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ольга, действительно, мы привыкли к тому, что 1 сентября – это праздник. Это действительно праздник, очень много цветов, букетов, такие очень нарядные, красивые дети, банты и так далее. Но, несмотря на всю праздничную атмосферу, начало нового учебного года для ребенка, в частности, для первоклассника, действительно может стать серьезной проблемой и стрессом. Так ли это на самом деле? На самом деле проблемой мне не хотелось бы это называть, но то, что это стрессовая ситуация для ребенка, особенно первоклассника, это правда. Это абсолютно новый вид деятельности ребенка, когда из игровой деятельности ребенок переходит в учебную.
И там, мы все прекрасно знаем, есть свои какие-то стандарты и ограничения. Поэтому очень часто, даже в научной литературе, можно прочитать о том, что возраст 6-7 лет, а это тот возраст, когда детки идут в первый класс, это кризис смены социальной ситуации развития. Я хотела бы обратить внимание на слово «кризис». С одной стороны, это стрессовая ситуация, а с другой стороны, это та ситуация, когда появляется очень много всего нового. Вот себе представьте, что если раньше не было какого-то регламента в действиях, в занятиях, то сейчас за определенный промежуток времени ребенок должен выполнять какое-то количество заданий. И далеко не у всех деток познавательные процессы развиты в той мере и в том объеме, который бы соответствовал каким-то хорошим результатам. Ну, что я имею в виду? Например, у деток чаще всего в 6-7 лет внимание немножечко рассеянное, непроизвольное. И любой стимул внешний или любое эмоциональное состояние, хлопок, яркий свет, яркая картинка, она может отвлечь ребенка. А что такое обучение, что такое школа? Это все-таки упование на концентрацию внимания. Поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что если у деток есть сложности с этим, не стоит ребенка ругать, наказывать, что он не может собраться, сосредоточиться. Все-таки важно учитывать некие возрастные нормы психического развития. Ольга, скажите, пожалуйста, вот если мы уже говорим о стрессе, как родителю или родителям распознать по ребенку, который возвращается из школы, что действительно он переживает стресс, и что ему нужна не просто поддержка, такая вербальная, ему нужна уже, в принципе, достаточно серьезная помощь, как минимум родителей. Первоклашки чаще всего сопротивляются тем, что они не хотят идти в школу. Это сопротивление просыпаться утром, это отсутствие какого-то мотива идти в школу, это могут быть слезы. То есть всевозможные протестные, это внешняя протестная реакция. Есть реакция косвенная, протестная, когда нету прямого заявления о том, вербальным образом, я не хочу, мне не нравится, мне плохо. Например, детки начинают очень интенсивно болеть. То есть на фоне какого-то внутреннего сопротивления пребыванию в классе или той деятельности, которой начал заниматься ребенок, возникают какие-то психосоматические проявления. Поэтому обратите внимание, что если ваш ребенок в первом классе, в начале учебного года, а период адаптации – это где-то 2-3 месяца, начинает сопротивляться состоянием здоровья, болеет, кровотечение из носа, какие-то вот травмируются часто. То есть все то, что позволит ему остаться дома. Поинтересуйтесь, хорошо ли у него происходит адаптация в новой среде. Ольга, и уже, к сожалению, в завершении нашей с вами беседы мне бы хотелось, чтобы мы в качестве такого лаконичного итога дали некоторые рекомендации родителям, такие конкретные, которые помогут родителям и детям справиться вот с этим стрессом, кризисом начала нового учебного года, чтобы учеба была в удовольствие. Ну, в первую очередь мне бы хотелось родителям порекомендовать создавать для своих деток все-таки позитивную какую-то информацию о том, что такое школа и учеба. Хотелось бы еще сказать о том, что не стоило бы параллельно, когда ребенок поступает в первый класс, записывать ребенка еще в какие-то секции, кружки. Либо это надо было сделать до, когда ребенок еще был дошкольным, либо подождите полгода-год, потому что все-таки наслоение нескольких видов деятельности, оно не очень хорошо будет сказываться на учебе. Поддерживайте успехи ребенка. Не критикуйте. И, пожалуйста, никогда не сравнивайте вашего ребенка с другими детьми. Лучше сравнивайте его сегодняшнего с ним с вчерашним. Создавайте всяческую позитивную мотивацию, поддерживайте. Ну и самое важное, что бы мне хотелось родителям пожелать. Дайте, пожалуйста, ребенку право на ошибку. Ошибка – это опыт. Ольга, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос.
Я хочу напомнить, что до начала нового учебного года осталось буквально несколько дней. И подготовиться стоит не только детям, но также и родителям к тому, что вместе с ребенком придется переживать этот достаточно сложный, но крайне интересный период начала нового учебного года. Рекомендации сегодня утром мы от вас получили, и я надеюсь, что они действительно принесут пользу. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего «Эспрессо» была психолог Ольга Саботковская. А мы продолжим тему психологии. Итак, какое кино вы предпочитаете? Комедию, ужасы или, быть может, мелодраму? А пока вы определяетесь с выбором, я вам расскажу следующее. Бытует мнение, что любители триллеров пытаются разобраться таким образом с внутренними проблемами. Приверженцы бразильских сериалов склонны к романтике. Качественные комедии любят смотреть практически все, так как они несут заряд позитива. Детективы смотрят обычно обладатели аналитического склада ума. А вот обладатели хорошей интуиции не прочь провести время за просмотром мистического киношедевра. В любом случае, какой бы жанр вы ни выбрали, отдавайте предпочтение качественному кинематографу и желательно с сопутствующим просмотром на большом экране. Как это сделать, узнаем из рубрики «Арт-кино». Доброе утро! Новое кино может поднять вам настроение или открыть что-то важное. Последние выходные лета подарят нам сразу две премьеры: оптимистичный ремейк «Веселых ребят», а также криминальный триллер «Избави нас от лукавого». Что ближе вам, сейчас разберемся. Фильм «Веселые ребята», как понятно из названия, представляет собой своеобразный ремейк на культовую комедию 1934 года. Правда, в главных ролях вместо Леонида Утесова и Любови Орловой появляются Иван Дорн и Катерина Шпица. В современной версии фильма все происходящее на экране будет максимально приближено к оригиналу, но приправлено юмором нашего времени. Что ты делаешь в этой дыре, а? Вот что бы тебе в Москве не зацепиться? Мега-битва таланта, парки Горького в Москве, синдром X. Если ты чего-то стоишь, увидит вся страна. У нас только живая музыка. Ищи группу. У каждого есть своя мечта. Кто-то хочет стать богатым, имея свой бизнес, другие мечтают стать известными актерами. И, конечно, кто-то стремится достигнуть своих планов, а есть и такие, которые не прикладывают абсолютно никаких усилий для достижения цели. Героя фильма «Веселые ребята» зовут Константин Потехин, и он такой же, как и миллионы других, ничем особым не отличается. Чтобы завоевать расположение красивой девушки, молодой человек соглашается участвовать в музыкальном телевизионном конкурсе. Но участвовать нужно только со своей группой, которой у него, конечно же, нет. За несколько дней Константину предстоит собрать свой музыкальный коллектив, найти надежных друзей и встретить настоящую любовь. А что такое любовь? Наверное, это когда не надо кричать о ней, а можно просто тихо спеть. Концептуальненько. Ты тоже можешь стать героем. Ты что, воспитатель? Нет, я автослесарь. В своей новой картине режиссер Скотт Дерриксон вновь обращается к теме паранормальных явлений. Речь в его новом творении пойдет о нью-йоркской полиции, которая встревожена серией загадочных преступлений. Криминальный триллер с элементами ужасов уже можно увидеть на больших экранах Бреста. Милая, это моя работа. Я понимаю, как она важна для тебя. Но позволь себе расслабиться хотя бы дома. Привет, папочка. Я люблю тебя и очень скучаю. Я пришел к офицеру Сарчи. Я знаю многих священников, ты на них не похож. А я знаю много копов, и ты типичный представитель. Я видел много ужасных вещей, но всему есть человеческое объяснение. Значит, вы не видели зла. За многие годы службы в полиции Ральф Сарч увидел немало зла, которое творили люди, но ему всегда удавалось давать этому логическое объяснение. Но представления Ральфа о мире оказались совсем другими после того, как он встретился со священником Мендозой. Кроме человеческого зла, которое есть в реальном мире, есть еще и первородное зло, которое берет свое начало из самой преисподней. И обычным оружием это зло победить невозможно. Тут нужны особые умения, которыми и обладает экзорцист Мендоза. Ральф
Вольфа шокирует расследование ужасных преступлений, и он переосмысливает множество вещей. Враг, с которым столкнулся полицейский, настолько силен и непредсказуем, что в опасности оказывается не только он, но и его семья. В моей душе поселилась тьма. Со мной что-то происходит. Скажи, что ты это видел. Ты чувствуешь то, что другие не чувствуют. И это делает тебя уязвимым. Твоя семья в опасности. Мамочка. Начнем. Избави нас от лукавого. Отправляйтесь в кино и наслаждайтесь любимыми фильмами. Приятного вам просмотра. Знаете, сегодня меня настолько поразила история Лилиан Вебер, что я хочу вернуться к ней еще раз. Напомним, что 99-летняя американка каждое утро начинает с того, что шьет платье для африканских девочек. Иначе говоря, Лилиан новый день начинает с доброго дела. Возможно, в этом и есть секрет ее долголетия. Это была программа «Утренняя эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Не переставайте верить в чудеса, а мы с вами завершаем летний сезон. И в следующий раз мы с вами встретимся совсем скоро, в понедельник. Правда, уже в первый день осени. До встречи на телеканале «Беларусь-2».